Приветствую вас, друзья! Вы смотрите очередной выпуск программы «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Серкелин. Сегодня в выпуске говорим, друзья, о ситуации в муниципе Кишинев, которая сложилась за последние несколько дней в связи с гололедом и непогодой. Об этом говорим с муниципальным советником от партии ПАС Иваном Мельником. Во второй части говорим с Павлом Постико о том, как выйти из этой ситуации, из этого блокажа, связанного с выборами в Народное собрание Гагаузии. Об этом говорим с Павлом Постико, заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. И также сегодня говорим о памяти жертв Холокоста с Ириной Шиховой, директором Музея истории евреев Республики Молдова. Не переключайтесь, друзья, скоро вернемся. А между тем, друзья, подписывайтесь на нас, ставьте свои лайки. Увидимся через несколько мгновений. Друзья, в этой части говорим о ситуации в Кишиневе, в столице Республики Молдова, муниципе Кишинев. Ну, по некоторым оценкам и потому что мы видим в социальных сетях, катастрофическая, потому что везде гололед, уже второй день подряд отменяют занятия в школах, потому что дети не могут добраться до учебных заведений. И мы видим большую нагрузку на службу скорой помощи. Об этом и некоторых других моментах, связанных с деятельностью примарии муниципе Кишинев, говорим с нашим частым гостем, муниципальным советником от партии ПАС Домну Иван Мелник. Господин Мелник, приветствую вас. Доброе утро, очень рад вас видеть. Я тоже рад вас видеть. Ну, у нас несколько тем. Это, значит, гололед, это про Кукулеску мы с вами договорились поговорить о приговоре, но не столько о приговоре в отношении Кукулеску, сколько о том, что всплыло в судебном процессе против Кукулеску. Непосредственно о финансировании Иона Чубана и связях Иона Чубана с российскими спецслужбами, которые в очередной раз подтверждаются там. Ну и, конечно же, какие-то баснословные траты на заработные платы. Вчера ваша коллега обнародовала, председатель фракции ПАС в муниципальном совете. Давайте все по порядку. Давайте с этой ситуации в муниципе Кишинев. В чем проблема? Почему так, значит, так администрируется вот эта вот ситуация? У вас есть объяснение этому? Смотрите, у нас есть одна традиция в муниципе Кишинев. Зима всегда приходит неожиданно, всегда Да. падает как снег на голову, как говорится. Мы были до начала снегопадов, мы знали, что они будут, нам метеорологические службы говорили, что они будут. Ну и понятно, зима. Мы были у X-Группо, там, где сам по себе депозит, склады, именно где складируется и песок, и соль. Мы Реагенты, проверяли, да? Да. Не, обычная соль, реагент у Обычно. нас не используется. Потому что жидкостные реагенты, они очень дорогие, они портят и машины, и все, а соль справляется. В принципе, с нашими условиями соль справляется, проблем в этом нет. И в основном соль ставится на тех дорогах, которые они более центральные, скажем так, большие магистрали, а песок уже ставится на вспомогательные дороги, потому что он и дешевле, но он пачкает очень сильно, он грязный, и поэтому там, где больше машин, стараются соль использовать. Мы были на проверке, мы увидели, что у них есть запасы, там, по-моему, 3000 тонн песка и 1000 с лишним тонн соли. Они сказали, что им хватает, что машины все подготовлены. Мы проверим машины. Я проверил лично резину на машинах, потому что это тоже важно. Потому что та машина, которая разбрасывает реагенты, ну, это соль, они, в принципе, первые едут по этому гололеду, и у Ну них да. должна быть нормальная резина. В принципе, были некоторые проблемы и с этим, но, честно говоря, по дорогам в основном проблем нет. То есть разбрасывается, можно ездить, машины ездят, проблем никаких нет. Что они должны были сделать? Дать всем службам по ЖКХ, жилищному хозяйству, дать этим службам дать тоже запасы соли и песка, и уже эти службы должны были разбрасывать. Службы, кстати, подчиняются именно Иону Бурдюмов, если вы помните, мы говорили в прошлой передаче. Это тот же человек, у которого нашли 5,5 миллионов лей, еще 7 в компаниях, и все эти компании
компании работают через куматреи, этих друзей и все такое. Так понимаю, что все разворовывали, потому что с теми людьми, с которыми я общаюсь, именно из ЖКХ, они говорят, они не готовы, нету персонала, нету техники, нет, ну они не готовы. Есть вот маленькие трактора зеленые, они должны иметь специальный разбрасывающий элемент сзади, который... Вот этого всего нету. Плюс ко всему, асфальт сам по себе, он поглощает жидкость. Он поглощает жидкость, и там, где тротуары асфальтные, они, в принципе, не такие страшные. А вот плитка, которую весь город поменяли на плитку, она и дороже, то есть на ней отката легче сделать, но она не поглощает жидкость, и на ней создается такой толстый слой именно льда, чистого льда, и это очень опасно, ты не можешь остановиться, ты просто встал на этот тротуар, и ты вот катишься, если горочка, и ты не можешь остановиться, ноги не останавливаются, там нету никакого сопротивления. В принципе, были проблемы даже сегодня утром, в парковке тоже из плитки, люди приходили, смотрели, говорят, тут сколько килограммов соли надо разбросать, чтобы можно выехать, и махали рукой и уходили. Я еле-еле вышел, 15 минут отмораживался, понятно, ситуация, понятно, дождь, понятно, -2 было, это все понятно, но в принципе, если бы все процессы были бы как-то скоординированы и ЖКХ работал получше, потому что мы видим, что Экс-группа справляется, мы видим, что АНД, Агенция национала Друмона, то есть дорожники, справляются. Есть проблемы и по всему, ну, у нас много километров дороги, опасная ситуация, понятно, но в принципе дороги основные, где машины ездят, справляются. Проблемы с тротуарами, и поэтому такие большие То есть запросы. дороги это Аниде, да, Друмурь. Это страна, АНД, это Агенция национала Друмона, то есть национальная. Окей, а вот по городу Группа, дороги это кто? Это Друмурь? Экс-группа, Entreprendere Municipali, Экс-группа, так называется. Окей. То Окей. есть, А ЖКХ уже тротуары и то, что рядом с понятно. домом. То есть то, что относится к X-группу, там все нормально, вы хотите Ну, сказать, да? Да. можно сказать, что неплохо они Да. работают. А Не вот что сказать, что относится идеально, но да. А вот что относится к ЖКХ, там ситуация там, да, практически плачевно, да. плачевно очень. И именно поэтому такой большой спрос. То есть не так много аварий, как много травмированных людей. Потому Мгм. что пешеходы в основном страдают. И это, опять же, очень олицетворяет нашего примаря в том, что ему важнее не люди, ему люди не важны, ему важнее, не знаю, что он хочет, аллеи свои показать, что они расчищены, дрон, чтобы пролетел, фотографии сделать, но не люди. Потому что если вы посмотрите на те фотографии, которые видно из Ургенца, это как будет? Ну, скорая помощь. Да, скорая помощь, да. Ну, наверное, скорая помощь. Это Скорая помощь, именно да. та больница, куда идет, вот когда ургенц, когда срочно нужно. Да, И да. вот там такие фотографии, там столько людей, столько травмированных людей. Это страшно, меня пугает, когда я это вижу. Потому что это люди, это боль, это... О людей в первую очередь надо подумать, а не о своему имиджу и как это выглядит со А стороны. закрытие елки было или не было? Ну, он сказал, что оно должно быть, типа, смотрите, в принципе, оно должно было раньше закрыться. Но он вышел со своим видео и сказал, что вы меня так сильно просили, дорогие кишиневцы, что я продлю данный процесс. Там никого не было уже в конце, после 14 там вообще никого не было. Но он сказал, что он хочет продлить. И был процесс именно вот эвенементы, ну, эвент по закрытию, там Мероприятие по закрытию, да? томболы, мероприятие, да. Там было томбол, я видел, что раздавали какие-то подарки, мотоцикл, ну, типично для нашего примаря, это вот картина маслом, да, и он, Чабан, хочет быть популярным. Я не знаю, что он хотел сделать, и мало людей было, ну, уже все, ну, давно прошли уже эти праздники, детский сад, если честно, детский сад. Четсини, извините, да, тут читаю просто имейл на румынском языке. Значит, давайте вот к этой ситуации с уголовным делом против Кукулеску. Давайте. Там в деле скрылись связи, но, во всяком случае, участники этого процесса стали, значит, рассказывать про то, как они получали деньги. Человек, который завербовал Кукулеску, работал в Приморье, каким-то образом связан с Ионом Чебаном. Там всплывают детали про то, как деньги получались, как они платились в конвертах и так далее и тому подобное. Что вам известно? Насколько это все подтверждается на месте? Я бы хотел сказать, что мне известно все, но, к сожалению, я видео не смотрел. Сейчас я вам расскажу про какие видео. У меня есть вот решение суда, sentința în numele legii.
про Да. Кукулеску Денис. Его осудили на 15 лет. Он нарушил 56-й артикул Конституции. Он сделал традари ди патри, то есть предательство Родины. И Госизмена, да. Госизмена. общался с людьми, которые были гражданинами Российской Федерации и которые подтверждено, что действовали в интересах ФСБ. То есть вот тут прям так и прописано. В интересах ФСБ. Самое интересное, что находится, ну, я буду находить то, что связано с Кишиневым, все остальное, как бы, в принципе, я как муниципальный советник, меня не должно сильно интересовать, это уже органы должны этим заниматься. Смотрите, тут рассказывается, что по дороге в Одессу Кукулеску Денис рассказывал про очень, это он рассказывал Дубенку Вячеславу, рассказывал про очень влиятельного персону Ниджада Аскерова, у которого есть прямые связи с Ионом Чебан, Игорем Дадоном и свободный доступ в примария муниципе Кишинев. И вообще у него есть влияние на дипломатическом уровне. Ого. Читаем дальше. Кулеско Денис подтвердил, что деньги принадлежат россиянинам. И они должны быть использованы для того, чтобы закрыть некоторые вопросы. Утверждаю, что деньги представляют из себя зарплаты для людей из Приморья и Кишинев. А кому? Дальше. Ну, сейчас оно четко не говорится кому, но дальше есть моменты, как они связаны именно напрямую с Примаром. После недели Кулеску Денис купил видео на 3 камеру видео на 3 чтобы для скрытой съемки. И он на улице Трандафирилор установил данную камеру и позвал Ниджада Аскерова. И заснял дискуссию, заснял вот скрытой камерой. В съемке, к сожалению, я не видел данного видео, я очень хочу видеть, но это связано именно с судом. Ну, это в материалах дела, я так понимаю, так? Это Да, это в материал дела, это суд, это уже как развертанные без фашурата, децизия без фашурата ждекас, я не знаю, как это будет. Нет, это как это? Мотивировочная часть решения, да. Да, вот. В съемке зафиксирован момент, когда Ниджат Аскеров получил деньги и рассказывал про свои отношения с примарией Кишинев, с примаром Ион Чебан, с землями из Кодру и комиссии, которые вовлечены в этом. И он еще говорил про влиятельных людей, про которых Российская Федерация хотят сделать даже возможную революцию. Прям так тут и говорится. Пойдем дальше. Я быстро некоторые прочитаю, чтобы не задерживать. Да. Это публичные документы, каждый человек может их найти. Да. В конце 2022 года Ниджат имел некоторые проблемы с русскими и с Примарией, но его все-таки взяли в команду. Его попросили, чтобы он анлатура, то есть удалил или как-то что-то сделал с материалами, которые имеют вот компрометацию. Избавился от материалов, которые имеют компрометирующих материалов. Вот. Да, компромата на Иона Чебан, Игоря Дадона, Вадим Батрынча. Почему Вадим? По-моему, Влад был. Да, Влад Батрынча, да. Написано Может, другой Вадим. какой-то Батрынча, не знаю, да. Да. Ниджад Аскеров еще рассказывал, что придут люди из политтехнологи, которые будут работать для партии, которая еще не существует для Иона Чебан. Ольга Грак, которая отвечает за идеологию партии, Юрий Гудилин, который отвечал за организование и всех То есть процессов. здесь конкретный намек на то, что партии строили вот эти вот технологии, которые проводили кампанию для Иона Чебана в 2019 году. Ага, понятно. Да. А Политтехнологии. они связаны, по-моему, с ФСБ, вот эти вот люди, или один из Да, них? конечно, сейчас мы до этого дойдем. Я просто начинаю с базы. Это 22 год. Это очень важно понимать, что это 22 год. Потому что мы все знаем. А в 2019 году мы видели этих людей, Ольгу Грак и Гурдильна, которые делали кампанию для Чебана в муниципе Кишинев. На мэрских выборах. Да. Смотрите, еще Ниджат пришел в гости к Кукулеску, и он рассказывал, что Юрий Гудилин — это политолог, присланный из Москвы для того, чтобы помочь Иону Чебану. И вообще, когда он был рядом с Ниджадом Аскеровым, на звонки, когда ему звонили и Юрий Гудилин, и Ион Чебан, он их называл, да, шеф, ну, в принципе, да, шеф, слушай, шефом называл их.
И еще очень важно, что деньги, которые они получали из Одессы, были от русских и были для зарплат, вот тут прям так написано, «Pentru salariile primarului și a echipei sale», то есть для зарплаты примаря Ивана Чабан и его команды. Прям тут так и Интересно. да, и это очень много, тут очень много всего. Я рекомендую всем почитать, не буду вас задерживать, потому что есть еще очень интересные документы, которые я нашел. Очень интересный момент – это аккорд, то есть соглашение о сотрудничестве между муниципием Кишинев и фондом РК Инвестиций и Центром обучения Academy of Real Estate. Ну, это Москва, Москва-Кишинев. Оно было подписано 16 апреля 2020 года. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон в области содействия реализации целей в области устойчивого развития ООН на территории муниципия Кишинев. Вы представляете себе, Кремль хотел участвовать в развитии целей ООН на территории муниципия Кишинев. Еще очень важно, что в настоящем соглашении стороны подтверждают заинтересованность в объединении усилий с целью развития взаимного сотрудничества на долгосрочной основе. И есть один пункт очень интересный про конфиденциальность. И этот пункт нам говорит, что за исключением случаев предоставления документов и раскрытия информации, когда это необходимо для исполнения соглашения или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Молдова, материалы и информация, составляющие предмет обмена между сторонами в исполнении соглашения, являются конфиденциальными и не могут быть переданы кому бы то ни было. То есть обсуждается о передаче каких-то документов, информации Да-да-да. между Кишиневым и Москвой. Очень важно, чтобы вы понимали, это официальный документ, это не что-то я придумал. Тут есть подпись примара Иван Чабан, Мгм. печать. То есть это 16 апреля 2020 года. Еще важно, что в 2020 году, уже после этого, в июне, мы получили уже от этих, то, что Академия недвижимости, то, что обсуждалось в данном соглашении, еще РК инвестиций и мастер-план, где Юрий А что Гудилин был. хотели делать это самая Академия инвестиций и Вот так далее? вот и обсуждаем, какие документы должны были меняться между собой, то есть Да. какие документы передаваться российской стороной. Выражаем свою готовность войти в состав международного консорциума по надзору за процессом разработки стратегии развития муниципия Кишинев и генерального градостроительного плана в следующем составе, то есть вот эти три компании. Идея в том, что они хотели получить все документы, коммуникации, дороги по Кишиневу. Мгм. Все абсолютно. И Юрий Гудилин находился в консилию по управлению именно мастер-план, который должен был этот ООО, который должен был заниматься именно этим. То есть ФСБ... То есть вы хотите сказать, что это мы можем предположить, что эти Да. документы могли использоваться в случае оккупации Республики Молдова и Кишинева? Конечно, я не хочу это предположить, я это конкретно сейчас говорю об этом. Мгм. Конкретно. И как только я представил данные документы, на следующий день Иван Чабан отправил мне черри преалабил, хочешь подать на меня в суд. Сразу же на следующий день. То, что отлично рассказывает, что прям попали где больно человеку. А почему Все Гудилин входил в этот коммуникации, совет? все дороги. Извините. А почему Гудилин входил в этот совет, господин Мельник? Но он же агент ФСБ. Не, ну понятно, у него была какая-то должность там официальная или нет? Ну, он контролирующий в этом совете управления ООО мастер-план. Ну, то есть он контролирует как бы. То есть Понятно, он мастер-план, те, которые якобы должны были разрабатывать какой-то по войти градостроительный... в консорциум по созданию градостроительного плана муниципия Кишинев. Очень важно. Все мосты, все коммуникации, связи с водой от Вадовой воды и АП-канал, все эти документы были в доступе как бы у этих компаний. Получается. И у этого, соответственно, Гудилина, и у ФСБ, соответственно, да? Ну, мы это понимаем. Еще очень важно, вот мы видим Гудилина, Ивана Чабан, вот они рядом, все у них все хорошо. Мгм. Юрий Гудилин, агент ФСБ, это уже он международный, Он под международный санкциями США, мы видим, там у в вас пишут. списке Да. американцев, все без проблем. Там все уже доказано, там не надо ничего доказывать. Понимаете? Хорошо, вы этот вопрос когда поднимали на заседании муниципия? Ну, у нас заседания еще не было. Я разговаривал именно от трибуны, я это все представил, все эти документы представил, и на следующий день мне же пришло вот это
Ну, не повестка в суд, а черри Предварительное парламент. заявление, да, предварительное Да, заявление. ну, то есть просьба о том, чтобы я как бы взял свои слова обратно. Кстати, И очень изменить, в важно, общем, как да, понятно, понятно, вот понятно. сейчас очень важно, сейчас очень важный момент. Да. Юан Чапан всегда говорит, что у меня нету связи ни с Кукулеску, ни с Ниджадом Аскеровым, ни с чего. У меня вот ничего нету. Но мы знаем, что он был за 2 дня, за день до начала полномасштабного вот это Вторжение в войны Украину. в Украине. То, что Да. мы видели доказательства. Он еще вышел и сказал, что мне надо было визу сделать. Это ложь, полнейшая ложь. Но мы это видели. Он был в Москве. Понятно, зачем он там был. Он хотел быть тут гауляйтером, чтобы его поставили премьер-министром, когда будет оккупация Республики Молдова. Но он утверждает, что у него нет никаких связей, что он не знает ни Джада Аскерова, вообще ничего не знает. Но у меня есть доказательства, что он был в Санкт-Петербурге. Но это вы со странички Ниджада Аскерова, она у него закрыта. Да. Как вы получили эту Она фотографию? уже закрыта 28 апреля 2022 года, то есть через 2 месяца, как началась уже война. Как Мгм. началась уже война, он сидит рядом с Ниджадом Аскеровым. Вот это Ион Чабан, а Да, тут Ниджад да. Аскеров. Вот они рядышком сидят. Окей. В Петербурге через 2 месяца, как началась война. А вы этого Что? Ниджада Аскерова в Приморье видели, господин Мельник? Что? Вы Еще раз. Ниджада Аскерова в Приморье когда-нибудь Не, видели? это 22 год, я только в 24-м начал действовать. То есть 23-й. в 24 году его уже не было в Приморье, я правильно понимаю? Ну, я так понимаю, что он в санкционных списках, его нет в Республике Молдова. Интересно. Да, это А, очень интересно, честно. И мне, если честно, страшно, что могло бы случиться и как, вот к чему это могло бы привести. а вы какие-то эти вопросы будете поднимать на Приморье, на заседании муниципального совета или нет? Я уже высказался на трибуне, мы уже, ну, это не совсем связано с муниципальным советом, с муниципальными советниками, потому что это немножко органы должны этим заниматься. Но информация публичная, и я все выложил, передал кому надо, ждем. Окей. По поводу зарплат, господин Мельник, Да. что там с зарплатами? Если послушать телеграм-каналы и социальные сети, то я очень богатый человек. Мгм. Но э, я так понимаю, что люди Иона Чабана очень богатые люди, а мы такие, не очень. Смотрите, в декабре было заседание. Да. Там должны были обсуждаться ратификация бюджета. Мы про это говорили, про зарплаты учителей, про зарплаты работников. Мы пришли, мы проголосовали за зарплаты учителей, чтобы была ратификация именно бюджета, чтобы поменяли нужные пункты, выдали зарплату учителям, и все. Был один день рабочий, один рабочий день. Потом начали появляться некоторые проекты, которые мы считаем их незаконными, и мы встали и ушли. Мы подписались по списку того, что были там один раз. Одно заседание муниципального совета 3500 лей стоит. Минус налоги, это 2904 пришло в счет. То есть вот за одно рабочий день, за зарплаты учителей, за все остальные моменты, которые мы там сделали, мы получили вот это и ушли. Они приходили еще 15 дней подряд. Приходили, подписывались, но кворума не было, ничего не решали. Я так понимаю, что кворум был, то есть еще кто-то из других фракций подписывались, но не приходили, то есть или заходили в зал, потом уходили. Кворума не было, заседания были нерабочие. Но им, насколько я понял, за все заседания выплатили по 2904 лея в конце получили. То есть 3500 лей каждому муниципальному советнику. То Если есть взять заседания, которые не состоялись, они за эти заседания получили... работы не было, то есть ничего не делалось. И если посчитать 20 муниципальных советников, то есть работников, людей Иона Чабан, по 44 тысячи или 45 тысяч за декабрь, и умножить это на 20, то получится порядка 1 миллиона лей. Это То есть такой подарок им на Новый год он устроил. 44 тысячи лей на одного человека, я правильно понимаю? 45, 44 500 или 45, ну примерно так, да. На одного человека, да. За 15 заседаний по 3 500 на каждого. Интересно, Да. а как вообще ведется учет этих заседаний, как ведется учет? Есть список, есть те, кто подписывает, есть секретариат муниципального совета, там подписываешься на список, что ты пришел на заседание, добросовестно поработать. Они, наверное, тоже подписывали добросовестно поработать, но работы не было же.
Я не понимаю, почему им выплатили это, потому что кворума не было, не рабочее заседание. У нас тоже так было. У нас было много недель подряд, когда мы приходили порядка 8 или 9. Мы приходили постоянно, и у нас не было кворума, нам за это не платили. Это ненормально, чтобы им платили за нерабочее заседание. Еще один момент, связанный с Виталием Михалаки, да, который был отстранен от должности главы управления городской мобильности, да, за Да, предполагаемое участие в мошенничестве при государственных закупках. да, Судя по всему, он нашел новую работу, да, тоже в Приморье, да. да. Вот Он из присутствовал на... начальника в начальнике, да. Из начальника в начальнике. э, Смотрите, есть как... указ. Да. Да, да, извините, пожалуйста, говорите. Нет, я просто хотел уточнить, кем он работает сейчас. Он А, работает в муниципальном проектном институте, Кишинев проект, правильно? Кишинев проект. да, он в Кишинев проекте работает, он там начальник, то есть шеф или директор, не знаю, но он подписал это то есть это диспозиции ди примар, то есть это подписал Иван Чебар. Распоряжение примара, да? Да, Понятно. распоряжение примара. Распоряжение примара 14 ноября 2025 года, я прямо сейчас его открыл, смотрю на него. То есть и Интерприндер Муниципал, это муниципальное предприятие, Кишинев проект, зарплату ему дали 27 тысяч лей, диспозиция примаря, это распоряжение примара номер 1754 DC из 14.11.25 года. То есть его, во-первых, должны понимать, кто он, что случилось. Было Ченя, задержали, там были и записи, которые представляли, там он обсуждал откаты, называл их виноградом, они, вот этот виноград, он наш, мы его разделим, там обсуждались 15-20% откатов со всех тротуаров, дорог и все, что там делается. Его задержали, я так понимаю, у него процесс, судебный процесс, но Иван Чабан своих людей не бросает, он очень любит коррупционеров, и поэтому взял распоряжение примара сделал и назвал его опять начальником Кишинев проект, чтобы там дальше, наверное, тем же самым занимался. Апропо, очень важно, что Кишинев проект сейчас занимается градостроительным вот этим планом муниципия Кишинев. Потому что он 2007, то есть действующий градостроительный план, он 2007 года. Мы никак не могли найти, кто будет этим заниматься. Там предлагалось только 15 миллионов, а это очень большой проект, очень сложный в реализации. И мы всегда говорили о том, что надо поднять деньги. Мы подняли до 30 миллионов лей, чтобы составить этот градостроительный план. И мы нашли как бы университет техника, вот Кишинев проект, и кто-то из Румынии. Сейчас на данный момент 5 компаний этим занимается. Вместе вот сделали консорциум, международный консорциум, как предлагали и ФСБ, только не с ними. Только не с ФСБ, да? Но сейчас, опять же, Виталий Михалаки поставили в Кишинев проект, который занимается этим. Зачем, почему? Учитывая все, что я сказал раньше про вот эту ситуацию с Кукулеску, ну, может быть, доверенное лицо, которое будет отправлять дальше информацию, кто его знает. Да. Господин Мельник, я благодарю вас за то, что нашли время для нас, пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. И удачи в, скажем так, в разрешении тех проблем, которые есть в Кишиневе сегодня. Да, удачи, спасибо вам огромное, всегда рады быть у вас в гостях. Постараемся решать все проблемы. Хочу только быстро сказать о Да. наших планах и того, что чего добились. Мы успели 56 дворов уже начать в реновацию, они сейчас работают, в этой весне будет уже закончено. На данный год планируется 182 двора, в принципе их 472, которые мы хотим отремонтировать, это практически половина города. И это круто, это реально хорошо. Мы успели притащить, то есть привлечь 566 миллионов лей в 2025 году. Планируем больше 600 миллионов в этом году, в 2026 году. Работаем, конечно, сложно, потому что блокируют со всех сторон. Подают в суд. Удачи мне, наверное, в судах надо быть, потому что у меня 3 суда с Ионом Чебан. Я так и назвал себя на Фейсбуке. Враг номер 1 Иона Чебан, потому что у меня 3 суда с ним. Лично с ним 3 суда. Будем работать дальше, он не сможет мне закрыть рот, и будем дальше действовать. Удачи вам с судами тоже, господин Мельник. Да. Спасибо, всего доброго, до До свидания. Друзья, в этой части говорим о выборах в Народное собрание, которые, судя по всему, не пройдут 22 марта. И непонятно, что будет дальше, да, как эту ситуацию можно будет разблокировать.
И важно понимать, в чем проблема на самом деле. И для этого мы пригласили заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Республики Молдова Павла Постику. Дом Постика, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, я не знаю, как бы даже боюсь адресовать этот вопрос центральным властям, чтобы меня тут не обвинили в том, что я тут вовлекаю центральные власти и призываю к нарушению компетенции и так далее. Мы ни к чему не призываем. Сразу хочу сделать эту оговорку. Мы просто обсуждаем ситуацию и ищем возможные варианты выхода из этой ситуации. И вы, на мой взгляд, один из лучших, ну, скажем так, комментаторов по этому поводу, учитывая ваш предыдущий опыт и в Промолексе, и ваш уже многолетний опыт работы в Центральной избирательной комиссии. Как же вы видите эту ситуацию, господин Постика? Может ли... И в чем на самом деле проблема? Потому что все обвиняют Кишинев в том, что... И все обвиняют тот самый кодекс о выборах, или избирательный кодекс, он сейчас, по-моему, называется по-русски, да, который был принят в новой редакции в конце 22 года. И мне помнится, мы с вами, по-моему, по этому поводу говорили. Вы организовывали процесс консультаций по этому поводу, приглашали представителей Комрата, имеется в виду Народного собрания. Они участвовали в обсуждении этого кодекса. И, насколько я понимаю, с их стороны не было никаких нареканий. В чем проблема? Как вы ее видите, господин Постика? Ну, не до конца правильно, что не было никаких нареканий. Окей, да. Просто напомню, что мы с коллегами из избирательной комиссии Комрата составили, скажем так, перечень из 10 основных пунктов, принципиальных пунктов, Да. которые должны быть учтены при внедрении положений о региональных выборах в Кодекс о выборах Республики Молдова. Тогда был составлен нами на техническом уровне список вот этих 10 принципиальных пунктов. Мы их составили, обсудили как с парламентом Республики Молдова, так и с представителями Народного собрания Гагаузии. По 8 из них практически мы нашли компромисс по всем. Осталось найти компромисс на политическом уровне по 2 принципиальных разногласиям, скажем так. А можете перечислить 10 и 8, которые нашли, и 2, которые не нашли? Ну, я сейчас уже, мне будет трудно вспомнить те, Окей. по которым мы нашли компромисс. Потому что там касалось момента проведения выборов национальных, региональных, потому что тогда были предложены различные структуры. Народное собрание сказало, что это не необходимо, они сами будут регламентировать это тогда, когда будут принимать решения. Мгм. По полномочиям коллег руководства и перманентизации председателя и секретаря Центрального избирательного совета, каким образом будут наполняться персоналом на местных уровнях, на национальных выборах, на выборах региональных. И таким образом мы по этим техническим нашли, скажем так, соприкосновение. Понимаю. А где не нашли? Осталось 2 вопроса, которые не были, по которым не нашли компромисс на техническом уровне, и должен был решиться на политическом уровне. Во-первых, центральная власть настояла на том, чтобы финансирование Центрального избирательного совета Гагаузии было из государственного бюджета. То есть напрямую... Центральная власть — это Республики Молдова или кто? Или какая власть? Да. Центральная власть Республики Молдова настояла на том, чтобы финансирование Центрального избирательного совета было частью, раз оно является частью избирательной системы Республики Молдова, чтобы оно было в бюджете, в государственном бюджете, как отдельная страница финансирования Центрального избирательного совета Гагаузии. И второй момент. Центральная власть настояла на том, чтобы название было Центральная избирательная комиссия только в отношении Центральной избирательной комиссии Республики Молдова, потому что это прописано в Конституции Республики Молдова. И в отношении коллег из Гагаузии, чтобы было использовано название Центральный избирательный совет. То есть, получается, подождите, они сейчас очень такой, позиция у них такая,
что это у нас прописано в законе об особом правовом статусе. Не знаю, правда это или нет, существование Центральной избирательной комиссии Гагаузии. И они настаивают на том, что Конституция сейчас должна быть приведена в соответствии с законом об особом правовом статусе. И интересная такая заковырка получается. Ну, я не хочу вдаваться в политические. Я просто Я сейчас понимаю вас. перечисляю два момента принципиальных, которые остались нерешенными нами на техническом уровне, которые должны были быть решены на политическом уровне. А, Сколько раз уже встречались представители Народного собрания с парламентом, каким образом, что они говорили, что обсуждали, я не могу сказать, но в конечном итоге, скажем так, я заметил, что центральная власть отказалась от финансирования со стороны государственного бюджета и остались, потому что коллеги из Народного собрания сказали, что кто финансирует, кто платит музыку, тот и заказывает ее. Поэтому финансирование должно идти из бюджета Гагаузии и никаких других вариантов. Но в отношении названия Центральной избирательной комиссии, Центральный избирательный совет, парламент принял решение. И чисто политически получалось таким образом, с моей личной точки зрения, что то есть представители парламента Республики Молдова отказались от одного своего запроса, но настояли на другом. И такая же политическая составляющая была в отношении Народного собрания. То есть они настояли на своем, на финансировании, но в принципе должны были бы отказаться от второго, если Ну, чисто по так логике вещей так оно должно быть. Просто да, они... чисто политически. Но опять же, я не знаю, каким образом эти переговоры шли. Я просто уже видел окончательное решение парламента, когда они голосовали. То есть, Ну таким хорошо, образом. это вы говорите о том, что были внесены поправки в избирательный кодекс новой редакции Да. Республики Молдова. Дальше они должны были... Что должно было произойти далее? То есть Да. коллегам из Гагаузии был предоставлен как минимум 1 год до вступления в силу для Гагаузии, потому что для всей страны Кодекс о выборах вступил 1 января 2023 года, для Гагаузии с 2024 года, потому что все знали, что весной 2023 года будут выборы Башкана. Да. Поэтому национальные власти не хотели каким-либо образом быть обвинены в том, что они меняют правила игры во время игры, Да. которая же практически могла начинаться. Да. И, к сожалению, я не заметил, чтобы Народное собрание привело в соответствие положение Кодекса о выборах республики, то есть автономии в соответствии с Кодексом о выборах Республики Молдова. А И там, здесь, там много поправок нужно было вносить, господин Постик, с технической точки зрения, с вашей точки зрения? ну, это если было. смотреть чисто с юридической точки зрения, законотворчества, Да. то есть фактически весь кодекс о выборах автономии должен был состоять из, не знаю, 20-30 статей, которые просто описывали ту ситуацию, которая не регламентирована Кодексом о выборах Республики Молдова. То есть То общие есть положения, права общее избирателей. положение, кампания избирательная, финансирование, кандидат, регистрация, когда начинается, когда не начинается, избирательная кампания, избирательный период. Эти все положения, они уже предусмотрены Кодексом о выборах Республики Молдова. Их нет необходимости еще раз переписывать в Кодекс о выборах автономии. То есть технически, если мы подходим только чисто с юридической точки зрения о законотворчестве, о нормативных актах. Я То понимаю. есть не необходимости переписывать в нижестоящие нормативные акты те положения, которые уже предусмотрены вышестоящим актом. Поэтому, в принципе, должны были быть каким-либо образом учтены те положения, каким образом формируются и дополняются члены Центрального избирательного совета на региональных выборах, каким образом определяются округа на выборах в Народное собрание, когда и как они должны быть определиться, потому что здесь они должны быть скажем так, распределены за год до выборов.
Если мы исходим из тех основных рекомендациях и Венецианской комиссии, потому что нельзя вменять То есть эти вы хотите факторы. сказать, что округа нужно определять за год до выборов, а не перед выборами, так? Избирательные округа, я правильно понимаю? Естественно, потому что это является основополагающим моментом, и это должно быть намного заранее предпринято, то есть за год до выборов. То есть это есть основные моменты, которые нельзя изменять за год до выборов. Это округа, это избирательная система и это составление избирательного органа. То есть вот это три момента, которые нельзя изменять за год до выборов. Остальное все технически можно. Но вот эти три основных момента нельзя менять. Хорошо, вот теперь мы имеем ситуацию какую? Мандат Народного собрания истек, да? Он истек, они, согласно местного, опять же, законодательства, АТО Гагаузия не могут вносить изменения в существующий закон. То есть, грубо говоря, даже если бы они сейчас захотели привести, значит, избирательный кодекс Гагаузии в соответствии с кодексом о выборах Республики Молдова, пусть даже они пошли бы по тому техническому юридическому видению, которое вы здесь озвучили, я с вами абсолютно согласен, но боюсь, что они как бы не совсем с этим согласны, да, что кодекс о выборах Гагаузии должен состоять, ну, как минимум из 20 или максимум 30 статей, где прописываются технические моменты, которые не прописаны в национальном законодательном акте. Допустим, они на все это согласны, но они уже не могут этого сделать. Как с вашей точки зрения можно разблокировать эту ситуацию? Ну, я думаю, что, опять же, это м, больше политический вопрос, потому что фактически у нас, кроме того, что Народное собрание не может принимать законы, Да. кроме этого у нас еще получается, что 9 февраля истечет срок действия коллег, которые работают в Центральном избирательном совете Гагаузии. И нужно будет назначать новых членов Центрального Да, и еще избирательного. один момент. Давайте с этим разберемся. Название. Насколько это принципиально? То есть, я так понимаю, что в Кодексе о выборах Республики Молдова уже четко зафиксировано, что это Центральный избирательный совет, а не Центральная избирательная комиссия Гагаузии. Если они по-прежнему называются Центральной избирательной комиссией Гагаузии, у них печать Центральной избирательной комиссии Гагаузии, насколько это проблематично, если они будут в таком формате проводить выборы, с вашей точки зрения? Ну, я об этом уже говорил неоднократно. Да, В Конституции Республики Молдова указана только одна из Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. я понимаю. То есть они сейчас... То, Да. что в законе, уложении Гагаузии и других нормативных актах используется название Центральной избирательной комиссии Гагаузии, в Кодексе о выборах Центральный избирательный совет Гагаузии, каким-либо образом это приравнивается или не приравнивается, то я думаю, что это приоритет, во-первых, у Конституции. Мгм. То есть это однозначно. То есть название нужно Дальше менять. это каким Я так образом понимаю. влияет, да, каким образом влияет само название на деятельность людей, которые работают в этом органе, это уже другой вопрос, да, технический. Но мы должны исходить из того, что название Центральной избирательной комиссии в Конституции только одно. Да. Теперь они не могут внести, я прошу прощения, продолжить, да, мысль, которую вы начали высказывать. Они не могут. Как вы видите возможность разблокировать эту ситуацию дальше? Ну, насколько я видел последнее заседание экстраординарное Народного собрания, они пытаются найти общий язык с исполнительным комитетом, Да. таким образом, скажем так, отказавшись от некоторых изменений в Кодекс о выборах Гагаузии и таким образом получив все полномочия до вступления в силу
нового народного собрания. Да. Я не буду утверждать, насколько это законно, незаконно. Это уже другая, опять же, составляющая. Просто в любом случае, с моей точки зрения, даже если Народное собрание будет иметь полномочия изменять кодекс о выборах, она должна пойти по тому сценарию, который я обобщил сразу. То есть, Рассказал. грубо говоря, исключить эти общие положения и так далее, оставить только 23 И статей. просто внести в кодекс о выборах только те положения, которые не предусмотрены и никоим образом не отражены в кодексе о выборах Республики. республики. Да. Знание гагаузского языка в отношении кандидатов, сколько они должны проживать в определенном. То есть все это, да, это создание избирательных округов, каким образом. То есть, да, это должно быть прописано, но не все то, что просто, еще раз, скопировалось с прошлого кодекса и осталось в силе с прошлого кодекса и никоим образом не предусмотрено в новом кодексе о выборах. То есть это... Господин Пустика, я благодарю вас за то, что нашли время и пришли прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего доброго. Да. Спасибо за приглашение. Друзья, сегодня Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января. По всему миру проходят памятные мероприятия, в том числе и в Республике Молдова, в Кишиневе. Об этом говорим сегодня с Ириной Шиховой, директором Музея истории евреев Республики Молдова. Ирина, приветствую вас. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня выходим в эфир в боевых условиях прямо с кладбища. Мы не приглашали, а информировали людей о том, что можно прийти на кладбище и здесь зажечь свечи, здесь устроить вот такое памятное мероприятие. У нас в каком-то смысле антимитинг. Это не официальные речи, это не сценарий, это не подготовленные люди. Это просто возможность рефлексии, возможность вспомнить. Это место частной памяти, это место коллективной памяти. Где еще логичнее устроить такого рода зажигание свечей, как не на еврейском кладбище, которое просто по определению является местом памяти. О чем обычно вспоминают? Потому что я из того, что я понимаю, каждый год есть определенные темы, которые поднимаются в День памяти жертв Холокоста. Есть ли какая-то определенная тема, которую вы поднимаете в этом году? Ну, смотрите, не то чтобы мы каким-то образом формулировали тему года сегодня будет про, не знаю, про Аушвиц, а в прошлом году было про Собибор или как-то так. Каждый вспоминает что-то свое. Евреи вспоминают свое, потому что нет такой семьи, которую бы это обошло. Каждый вспоминает либо свою бабушку, которая погибла, либо семью, которая чудом выжила и вернулась из эвакуации. Кто-то вспоминает страшную статистику: 6 миллионов погибших евреев всего, около 150 тысяч евреев, погибших бессарабских, около 300 тысяч евреев бессарабских и румынских, погибших на территории современной Молдовы. Тут, в общем, цифры, не цифры главное. Главное то, что мы потеряли этот мир, что мы потеряли практически цивилизацию. Это была большая культурная цивилизация с собственными языками, с собственным кино, с собственным театром. Я говорю сейчас не только о бессарабском еврействе, а о европейском еврействе вообще, хотя и в Бессарабии все это было. То есть мы вспоминаем то, что мы потеряли, мы экстраполируем на то, что могло бы быть. Если бы не Шоа, если бы не Вторая мировая война и не целенаправленный геноцид, то мир выглядел бы совсем по-другому.
совсем по-другому. И Бессарабия бы выглядела, Молдова бы выглядела совсем по-другому. Евреев было бы не просто больше, евреи были бы заметнее, и культура была бы совсем другая, потому что культура без еврейского с выдернутым насильственно еврейским компонентом, никакая национальная культура не выдерживает безболезненно такого тяжелого удара, да, когда практически 10% населения целенаправленно убиваются только за то, что они евреи. Это кроме тех, кто погиб во время войны по другим причинам. И от голода сразу после войны, и от советских репрессий, и от войны, и от военных действий, и мирные жители, и так далее. То есть это очень тяжелый удар по демографии, по культуре, по популяции, по нации, по всей стране. Мы до сих пор его чувствуем. Мы до сих пор из этого не вышли. А как это проявляется? Мы до сих пор это чувствуем, мы до сих пор из этого не вышли, если можно пару слов об этом. Смотрите, мы потеряли огромное количество еврейских производств, да, например. Или мы каким-то образом их, здесь же еще советская власть, как следует пошутила, да, пошалила. Мало нам было нацистов, которые целенаправленно нас убивали. Здесь еще и евреи попали под все общие катки, которые касались не чисто еврейских этнических чисток. Все еврейские производства были национализированы, и очень многие перестали работать так эффективно, как они работали, да, потому что так как хозяин относится к своему собственному хозяйству, так государство все вокруг колхозное, все вокруг мое относиться не будет. Мы знаем, да, что бельцкий флорис – это изначально еврейское масло давильня, да, производство подсолнечного масла из подсолнухов. То есть таких примеров миллион. Я сейчас не буду вспоминать каждый, который где-то приходит в голову. Просто как пример. Ну и даже само то, что мы потеряли еврейских людей, еврейских учителей, еврейскую культуру, еврейский театр на идыше, еврейский театр на русском, еврейский театр на румынском. Все это уже невосстановимо в том виде, в котором оно было. По поводу это мероприятие, которое организовано, я так понимаю, музеем, я правильно понимаю? Музеем, да. Вы сказали, что не планируете никаких официозов, никакого официоза, никаких официальных речей. Почему? Или вы просто хотите как можно подальше от политики, чтобы не быть вовлеченным в эти политические споры, процессы и так далее? Или есть какой-то другой причина? Нет, дело не в том, что мы боимся политических споров. Дело в том, что есть такой запрос в обществе, да? Люди понимают, что есть официальный митинг, на котором будут сказаны обязательные слова. Это правильно и нужно, но это немножко слишком просто воспринимается, все уже привыкли. Вы имеете в виду официальный митинг у памятника возле гетто, там на месте гетто, да. имеется в виду, там, где было гетто. Да. Другое, мы даем возможность действовать не через интеллект, а через чувство, через сердце. Мы чаще работаем через интеллект. Мы ведем лекции, экскурсии, образовательные программы. У нас огромная программа, посвященная неделе памяти жертв Холокоста, и она в основном вот такого плана интеллектуального, через мозги. Мы рассказываем об источниках, о Холокосте в наших архивах, мы рассказываем конкретные биографии людей, мы пересказываем, мы приглашаем
исследователей, которые рассказывают результаты своих исследований, но нужно еще и место, где можно помолчать. Место, куда можно прийти, зажечь свечку, не всем вместе, не в толпе, а индивидуально. Поэтому мы не назначили определенное время. Мы сказали, что приходите в любое время в течение дня. Это тот день, когда. Это день, когда надо вспоминать. Зажигание свечей и укладывание камешков, возложение камешков – это традиция еврейская и традиция одновременно общечеловеческая, общепонятна. На православных кладбищах точно так же зажигают свечи. День памяти жертв Холокоста – это еще про уроки, которые следует выучить. И главная фраза – это «never again», чтобы этого больше никогда не повторилось. Учитывая то, что происходит в мире сейчас, да, то есть как вы видите вот эти вот вспышки антисемитизма по всему, в различных частях Европы, да, где, в принципе, и происходил Холокост, не только происходил, он происходил не только в Польше, в Освенциме, в лагерях, да, был еще такой большой Холокост, Holocaust by bullets, да, то есть это Холокост пуль. Вот как вы оцениваете сейчас? Люди забывают, прошла прививка, которую получили 80 или более 80 лет назад. Как вы это прокомментируете? Это очень сложно. Я не уверена, что это прошла прививка. Это в каком-то смысле есть силы, которые эту же прививку используют в совершенно противоположных целях. И манипулятивно подменяют этот самый never again. Да, мы видим, как легко never again превращается в можем повторить и повторяют. Это не история про европейский Холокост, это история про российское вторжение в Украину. Вот это та манипуляция, которая, к сожалению, очень легко происходит. Точно так же очень легко подменяются жертвы. Люди уже привыкли и даже в каком-то смысле, сейчас страшную вещь скажу, устали от того, что образ еврея – это почти исключительно образ жертвенный. И сейчас становится очень легко подменить образ жертвы другими жертвами, нарисованными искусственным интеллектом. Мы всю эту историю видим, это заметно любому здравомыслящему человеку. И это главная причина еще до всего этого взрыва антисемитизма последнего времени, по которой лично я, как человек, который с этой темой работает уже очень много лет, я всегда стою за то, чтобы не говорить о Холокосте в отрыве от всего остального. Холокост – это часть еврейской истории, с одной стороны. Холокост – это часть антисемитизма. Но Холокост – это часть большей еврейской истории, в которой были совсем другие страницы, гораздо более позитивные, просто позитивные, да. К сожалению, в обществе происходит своего рода перекос. Мы где-то сами в этом виноваты. Мы, евреи, мы, те, кто работаем с этой темой, мы сами в этом виноваты. Мы напоминаем о себе только в контексте Холокоста и погрома. И мы воспринимаемся в нашем собственном обществе исключительно как жертвы. Исключительно как жертвы, которые... От этого очень легко сделать следующий шаг. Вы, евреи, тянете одеяло на себя. Можно подумать, что только вы жертвы. Можно подумать, что только вам было плохо. Плохо было всем. Почему вы говорите только о себе? Вот для того, чтобы не говорить только о себе и не говорить только о себе в контексте жертвенности, мы работаем все остальные 364 дня в году. Да, мы много
и обязательно напоминаем о Холокосте. Мы отмечаем День памяти жертв Холокоста 27 января, мы обязательно отмечаем израильский еврейский Йом ха-Шоа в апреле, мы обязательно вспоминаем Кишиневский погром 903 года, мы обязательно вспоминаем погромы 905 года и антисемитизм, и другие антиеврейские движения, через которые мы прошли, но в то же время мы все время стараемся говорить и о другом тоже. О той культуре, которую мы развивали и развиваем, ну, о еврействе как о нормальном европейском, ну, коль скоро мы говорим преимущественно об ашкеназской культуре, о нормальном европейском народе, у которого были свои положительные и отрицательные страницы. Ну, не только в Европе, весь кинематограф. Весь кинематограф, Совершенно да. верно. Ну, то Совершенно есть, верно, американский кинематограф и так далее. Тут просто начнешь цеплять какую-то тему, и невозможно остановиться. Это все тоже про евреев. А далеко не только мы жертвы, не только Холокост. Мы далеко не только Холокост. Хотя Холокост это очень-очень-очень и очень важно. Кроме того, есть еще один аспект. Уж если говорить о жертвенности, нет, вот есть такая ложная дихотомия в нашем обществе. Ложная дихотомия. Евреи как жертвы Холокоста и молдаване как жертвы советских репрессий. Евреи были жертвами советских репрессий наравне со всеми остальными этносами молдавского народа. Евреи страдали от фамити, от послевоенного искусственного голода наравне с остальными этносами, составляющими молдавский народ. Мы составляющая молдавского народа со своими трагедиями специфическими, со своей специфической историей, но в то же время мы разделяем и всю общую историю, и все общее, и все общие молдавские трагедии. Вот примерно так я для себя это формулирую. ну, это важно формулировать, если это помогает избавиться от и противодействовать нарастающей волне антисемитизма, которую мы наблюдаем сейчас. Мне кажется, это очень, очень важно. Ну Какие-то да. мероприятия в школах проходят сейчас? Потому что у меня сын сказал, что сейчас будет неделя памяти жертв Холокоста, потому что в школах Да, проходят уроки да, специфические. мы проявили инициативу, мы еще в прошлом году это делали, как бы сказать, почти кустарно. В этом году Министерство образования нашу инициативу подхватило. Сегодня в каждой школе, ну вот сегодня многие школы закрыты, к сожалению, в связи с В погодными Кишиневе в условиями. основном. В Кишиневе. В Кишиневе, да, по крайней мере. Не знаю, как они это будут решать, но вообще идея была в том, что в каждой школе страны, точно так же, как мы здесь зажигаем свечи, зажигаются свечи памяти. И я лично в пятницу проводила такую разъяснительную беседу для школ всей страны. Не лекцию о Холокосте, а объяснение того, что мы делаем, почему мы зажигаем свечи, почему именно в этот день, как правильно формулировать, как избегать формулировок типа «Румыний ау учись пе еврей», «Германий ау учись пе еврей», потому что это создает неправильную картинку. Это правда. Румыны убивали евреев, немцы убивали евреев, но это далеко не вся правда. Правда в том, что в это время так складывалась политическая ситуация в Европе, что Германия, Румыния, Финляндия, Венгрия резко поправели, искали внутренних и внешних врагов и назначили этими внутренними и внешними врагами евреев, и отсюда понеслась история финального решения, окончательного решения еврейского вопроса, да? Начиная с Германии и концентрическими кругами
по всей ближней к Германии и Европе. То есть надо очень аккуратно делать так, чтобы понимать, как это отзывается сегодня. И Чтобы румыны 40-х годов не воспринимались и не путались с румынами 2020-х. да, и тут это очень, очень тонкая грань, которую, согласен, с которой нужно быть очень осторожным. И эти нюансы учитывать, безусловно. Но для этого нужны подготовленные преподаватели, мне кажется, нет? И люди, которые ходят и объясняют это все. Ну вот поэтому мы потихонечку работаем с преподавателями целенаправленно, небольшими группками. То есть это не делается широкими мазками. Это надо работать с каждым конкретным человеком, с небольшими группами, слушать их вопросы, потому что ты никогда не знаешь, что у человека в голове, и какой вопрос у него вдруг возникнет, и как на него ответить. Вот. И под конец сегодняшнего эфира, Ирина, я бы попросил вас, потому что вы, я так понимаю, у вас большая деятельность, не только связанная с Днем памяти жертв погромов, жертв Холокоста, как вы уже сказали, да, для того, чтобы информировать людей в целом о еврействе в Республике Молдова современном и то, что было в Бессарабии довоенной. Вот можете порекомендовать какие-то мероприятия, которые посетить? И поскольку сегодня День памяти жертв, Международный день памяти жертв Холокоста, может, какие-то фильмы порекомендуете посмотреть сегодня вечером с детьми? Фильмы, вы знаете, я немножко боюсь, я сама очень боюсь их смотреть. Я человек... Сколько раз я смотрела список Шиндлера, у меня каждый раз болит сердце. Но список Шиндлера смотреть можно и нужно. Есть фильмы, которые действительно на все времена. Я сейчас скажу, может быть, неожиданную вещь. Есть комедия на тему Холокоста. Комедия, снятая румынским режиссером Раду Михайляну. Называется «Поезд жизни». Трагикомедия, конечно. Я действительно рекомендую ее посмотреть. Это неожиданно, потому что, представить себе трагикомедию на тему Холокоста, в общем, трудно. И это, во-первых, это про нашу культуру, это про приблизительно наш регион. Там, насколько я помню, нет определенного обозначения, какой именно. Это Молдова, это Румыния, это Трансильвания. В общем, где-то это условная Румыния. Это на самом деле очень смешно и грустно, и страшно до слез. Вот посмотрите. Ирина, спасибо. Нет, дали. Наверное, вы ожидали чего-то более списка Шиндлера. Нет, потому что я не знал этот фильм, да, то есть там, кроме списка Шиндлера, есть много других фильмов, но они... Конечно, да. Да, безусловно. Спасибо большое, Ирина, что нашли для нас время, и спасибо большое за то, что делаете. Спасибо вам. Да. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся на следующей неделе в это же время. До свидания.